Всем привет! Сегодня решила немного повложить, снять видео на тему своих недавних покупок. Их я сделала на alamoda.ru, всем известный магазин доставки одежды и обуви, и всяких разных мелочей приятных. Так вот, я заказала 2 пары джинсов. Вообще я заказывала 5 или 6 пар джинсов. Те, что я померила, которые не купила, я их даже надеть не смогла, потому что все джинсы были 25 размера, так как я сейчас не знаю, какой у меня размер. Раньше это был 25-26, я просто взяла 25 размер все джинсы. Несмотря на то, что они все были стрейчевые, темно-синие, все были стрейчевые, они даже не налезли на меня целиком. Вот эти, кстати, такой каламбур небольшой. Вот эти светлые джинсы, они не стрейчевые, они полностью хбшные. Они 25 размера, это джинсы Оджи. Но они сели на меня просто супер отлично вообще. Мечтала о них вот с такими дырками на лето. Смотрится очень круто. Вообще сидят по фигуре отлично просто. Талия высокая. Так что если кому-то тоже нужны такие джинсы, я могу скинуть потом ссылку на них. Темно-синие джинсы я взяла стрейчевые, хотя хотела, чтобы мне пришли хбшные. Но в таком стрейче, в принципе, можно ходить, хотя я не люблю ходить в стрейче. У меня кожа плохо на него реагирует. Но этот стрейч, он тонкий, ну как бы не совсем прям тонкий, но он не плотный, то есть кожа в нем заваниваться не будет, да, как в резине, как будто затянутая в скафандр какой-то резиновый. Вот эти тоже джинсы идут с высокой талией, у них высокая посадка, вместо обычного пояса здесь эластичная резинка. Ну, вроде как, да, джеггинсы должны быть. Джеггинсов как-то, мне кажется, они, ну, не знаю, джеггинсы, они более такие лосинного типа, лосинного. Вот, а эти все-таки к низу немного так собираются. Вот. Ну, то есть лосины, когда внизу собираются, это не очень красиво. Именно вот эти джинсы немножко, если подсобрать, то смотрится хорошо, как настоящие джинсы, просто узкие. Это фирма Noisy May, и это 26 размер. Я единственные взяла 26 размера джинсы. В общем, их я буду носить осенью и весной. Вот сейчас как раз можно надевать их. На светлые, конечно же, летом буду носить. Темные джинсы тоже могу скинуть ссылку, если кому-то нужно будет. Цвет очень приятный, очень такой джинсовый, самый настоящий цвет. Я давно такое хотела. Не сильно он темный, мне джинсы еще темнее, но он и не светлый, конечно. Заказывала обувь на весну, именно на весну, на осень, демисезонные, межсезонные сапожки. Первые, значит, называются фирма Call It Spring. Они без каблука, здесь сзади резинка. Я просто их уже носила, показываю. Мне они очень понравились, они очень удобные. Смотрятся на ноге они достаточно современно, модно. Вот эта вот резинка, она, когда ходишь, немного кажется, что нога выпадет. Ну, то есть, когда поднимаешься, когда ходишь, нет такого ощущения. Когда поднимаешься, кажется, что нога выскользнет, но она держит, она все равно ногу держит. Такие вот они
Они кожа замята, очень приятный, такой мягкий. Каблучок небольшой, здесь под крокодилию что-то тут вроде кожи. Ну, такие хорошенькие, удобные. Грязь сама так, если немножко худенькая, она будет, там будет достаточно, там, чтобы 2 пальца просунуть, такой ход есть. Ну, смотрится красиво даже с юбочками. Вторые это сапоги у меня просто на шпильке с острым носиком, но чтобы он не сильно был длинный. Не люблю, когда сильно длинные носы. В общем, без всяких там выкидонов. Ну, тут единственная пряжечка есть сбоку. Ну, ничего. Смотрится очень хорошо. Здесь есть платформа немножко под носочной части. Но за счет этого, да, они удобнее, чем все те, которые я мерила. Но тем не менее, за счет того, что каблук все-таки высокий, они не совсем на долгое хождение рассчитаны. То есть, ну, так в них пройтись, и ноги устают в любом случае. Там час походишь, и уже начинается. Ну, лично мои ноги не так всегда реагируют на высокий каблук. Дальше вот такие сапоги на грязь, там на слякоть. Вот этот сезон, когда погода такая прохладная, и короткие сапоги, вроде как холодно носить сапожки. Вот здесь просто такой подклад, я не знаю, как полиуретан, там что-то такое тоненькое. Вот там, в принципе, вот у этих сапог у них такой мех немного искусственный тут совсем, ну как европейские. Здесь получается каблучок тоже маленький, и сзади молния. Но эта молния, она просто для красоты, она не расстегивается. Замки именно идут сбоку, и мне очень нравится то, что они идут до половины ноги, до икры. Если выше, если до самого конца замки, я их, вот как здесь, я их всегда, они не отлетают, потому что при ходьбе, если неровные, то они трутся просто друг об друга, эти замочки. Дальше у меня сейчас спортзал, я активно хожу, тренируюсь. Ну как активно, хожу к врачу, сейчас пошла, сделала МРТ и, в общем, узнала, что мне пока нельзя активно тренироваться. Но, тем не менее, обувь все равно мне нужна в зал, и я заказала себе вот такие кроссовки Nike. Мне именно не понравились, потому что я мерила там то ли 6, то ли 7 пар кроссовок. Мне именно эти понравились, потому что они очень удобные в плане, здесь носок такой достаточно жесткий, а пятка она такая покатая, то есть тут потертости писали, да, там в комментариях, что на сайте Ламода, что белые вот эти потертости, следы видно. Но мне это не критично, рано или поздно все равно было бы их видно. Мне они понравились своей мягкостью, своим удобством, несмотря на то, что 37,5 размер, хотя у меня 37, не очень комфортные. Вот. И это вообще первые, как-то я Nike всегда с фирмы Nike обходила стороной. Но вот сейчас я взяла, решила эти попробовать. Обычно у меня какие-нибудь Demix или Asics всегда были. Вот, а сейчас тут неоновые, они яркие такие, вот эта вот штучка сзади, вот этот задник и логотип сам Nike. Тут цвет не показывает, так что смотрится очень прикольно, ярко, прям персиковый, яркий цвет, оранжевый.